Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Судьи Конституционного суда Абхазии приняли присягу. Репортаж заседания сессии парламента. Фазилю Искандеру установят памятник в Сухуме. Решение Государственной комиссии. Цитрусовый сезон. Прогнозы. Актуальный репортаж программы. 1-2 декабря президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В ходе визита состоится встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным. На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся абхазо-российских отношений. Сегодня на очередном заседании сессии Народного собрания судьи Конституционного суда Абхазии приняли присягу. Депутаты также обсудили законопроект об энергетике и утвердили отчет контрольной палаты. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Отчет контрольной палаты Абхазии за 2015 год был представлен на заседании сессии парламента. В результате 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 миллиард 8 миллионов рублей, а также нарушение бюджетного законодательства на сумму 25 миллионов рублей. По итогам контрольных мероприятий 6 материалов были направлены в Генеральную прокуратуру. Как одно из основных нарушений законодательства. Роберт Таршпа отметил отсутствие порядка введения бухгалтерского учета на предприятиях. Сухумский молочный завод Роберт Таршпа привел как пример неэффективного использования государственного имущества и финансовых средств. В 2015 году были проведены ряд комплексных ревизий и тематических контрольных мероприятий. Сроки, объемы и способы их проведения устанавливались контрольной палатой. И по итогам контрольных мероприятий в 2015 году установлено нарушений в размере 1 миллиарда 8 миллионов, в том числе нарушение бюджетного законодательства 22 миллиона 945, нарушение законодательства о налогах и сборах 84 миллиона 876 тысяч рублей, нарушение законодательства о бухгалтерском учете 119 миллионов, нарушение при распоряжении управления государственной собственностью 191 миллион, нецелевое использование бюджетных средств и внебюджетных средств 141 миллион 674 тысячи рублей, неэффективное использование бюджетных средств и внебюджетных средств 52 миллиона, нецелевое использование средств комплексного плана 6 миллионов 712, неэффективное использование средств комплексного плана 74 миллиона 936 и иные нарушения 46 миллионов 402 тысячи рублей. Подытоживая обсуждение, спикер парламента Валерий Бганба отметил, что если парламент поддержит деятельность контрольной палаты, то финансовый контроль в государстве укрепится. В итоге депутаты приняли отчет контрольной палаты. По представлению депутата Кана Кварча, на сессии были рассмотрены переводы земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов под строительство детского сада. Все 4 проекта прошли единогласно в первом чтении. Также на сессии был рассмотрен законопроект по энергетике. Представляя проект, председатель парламентского комитета по экономической политике Гора Барганджи отметил его необходимость. Комитет по экономической политике, реформе и инновациям провел свое заседание, на котором участники обсудили данный законопроект. Уважаемые коллеги, вы все прекрасно понимаете необходимость принятие настоящего закона объясняется отсутствием в действующем законодательстве регулирующую столь важную отрасль, как энергетика. Для справки хочу сказать, что в данной сфере правового регулирования действует на сегодняшний день Гражданский кодекс Республики Абхазия. Но мы понимаем, что закон, конечно, сырой, он предлагается в первом чтении, над ним нужно работать. И, на мой взгляд, это будет база для того, чтобы в дальнейшем привести закон в соответствие. По вопросу энергетики спикер парламента Валерий Бганба отметил, что законопроект разработан заново. Были проведены консультации с главой государства, по итогам которых РУП Черноморэнерго и вице-премьеру Беслану Эшба поручено вплотную взаимодействовать с парламентом в работе над документом. Законопроект был принят в первом чтении. В завершении сессии избранные судьи Конституционного суда страны Людмила Ходжашвили и Рауль Панти приняли присягу. К этому моменту к работе сессии присоединился президент Рауль Хаджимба. Постановлением парламента судьям Конституционного суда присвоен высший квалификационный класс. Я, Ходжашвили Людмила Платоновна, вступая в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия честно и добросовестно
исполнять обязанности судьи Конституционного суда Республики Абхазия, защищать конституционный строй Республики Абхазия, подчиняясь при этом только Конституции Республики Абхазия, ничему и никому более. Я, Пантий Рауль Константинович, вступаю в должность судьи, присягаю перед народом Республики Абхазия, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного суда Республики Абхазия, защищать конституционный строй Республики Абхазия, при этом подчиняясь при этом только Конституции Республики Абхазия, ничего и никому более. Глава государства отметил, что создание Конституционного суда – это новая веха в истории страны. Мы впервые слышим присягу судей Конституционного суда, которые должны и обязаны защищать интересы государства, конституционный строй нашего государства. К сожалению, говорить о том, что сегодня уже можно было бы приступить к работе, не приходится. Для того, чтобы это произошло, как минимум должно быть хотя бы 3 человека. Но парламент вам пришлось принимать такое решение, к сожалению, моему и, к сожалению, наверное, большинства многих наших в обществе, не прошли, думаю, значимые для нашего общества и, возможно, которые могли бы принести достаточно серьезную пользу в работе Конституционного суда личности. Но вы так приняли такое решение. Придется теперь мне думать, где, каким образом подбирать новые кандидатуры. Надеюсь, парламент поддержит в последующем эти кандидатуры. Но еще раз хочу отметить, что это действительно важная веха в нашей истории. И хотелось бы пожелать тем, кто сегодня принял присягу, зная этих людей, я не сомневаюсь в том, что они будут выполнять свои обязанности честно, без каких-либо привязок к политическим процессам. Для нас это самая важная составляющая. Закон и только закон. Конституция и только Конституция могут быть положены в основу деятельности этого Конституционного суда. Я очень верю в то, что Конституционный суд состоится, несмотря на все те вопросы, которые, к сожалению, пока я еще раз говорю, имеют место. И верю в то, что этот институт привнесет многое положительное в деятельности нашего государства. Ранее депутаты парламента Абхазии большинством голосов выбрали Рауля Пантия и Людмилу Ходжашвили на должность судей Конституционного суда республики. На эту должность избирались также Тамас Кезба, Якуб Лакоба, Сергей Смыр, но не набрали необходимое количество голосов в парламенте. Согласно закону, парламент обязан в срок до 1 января 2017 года сформировать состав Конституционного суда республики Абхазия. Рената Шакай, Беслан Джиджули, Абхазское телевидение. Фазилю Искандеру установят памятник в Сухуме. Такое решение было принято сегодня на первом заседании, созданное распоряжением президента Рауля Хаджимба Государственной комиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера под председательством премьер-министра Беслана Барцец. Госкомиссии осталось только определить место установки памятника нашему великому соотечественнику, а затем объявить международный конкурс на его изготовление. Члены Государственной комиссии обсудили вопросы, которые планируется реализовать в рамках проекта увековечения и сохранения творческого наследия всемирно известного писателя Фазиля Искандера. На встрече прозвучали предложения переименования одной из улиц столицы в честь писателя, установления мемориальной доски на доме, где жил Искандер, а также обсудить и определить со столичной администрацией место для установления памятника выдающемуся писателю с последующим объявлением международного конкурса по созданию скульптурного портрета Фазиля Искандера. Вслед последующий год и к дню рождения, а также к дню кончины великого поэта будут проходить ряд мероприятий. Это и по линии Министерства образования. У Олега Алексеевича в Абхазском государственном университете пройдут конференции. Все эти проекты будут поддержаны правительством. Величина этого, трудно переоценить роль Фазиля Абдуловича. И потому мы должны заботиться о всем этом наследии, сохранить и максимально поддержать все проекты, которые направлены на
сохранение этого наследия. И мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы все это реализовалось. Собравшиеся единогласно поддержали идею создания научно-исследовательского и культурного центра «Искандера» с учетом пожелания и предложения родственников по использованию для этих целей дома и двора «Искандера», где прошли детство и юность писателя. К 90-летию со дня рождения Фазиля Абдуловича решено подготовить к изданию трехтомник его произведений, посвятив один из томов сочинениям писателя, переведенным на абхазский язык. Чегем, место, где происходят все действия великой эпопеи Сандроис Чегем, тоже не осталось бы это место без внимания. Можно будет когда-нибудь, может быть, не на ближайшую перспективу, но сделать так, чтобы это было посещаемым местом. То есть включить маршрут посещаемых достопримечательностей Абхазии, как предлагал глава администрации города Сухум, допустим, построить там в том стиле, в каком это, допустим, отражено в его творчестве, что-то, какой-то очаг возродить, очаг, и чтобы абхазский быт, и абхазская этнографическая вот эта особенности и культура там тоже имели какое-то отношение, чтобы люди, приезжая туда, могли бы почувствовать аромат творчества Искандера, его великой прозы, великой поэзии. Государственная комиссия также обсудила вопрос о широком отражении творчества Искандера в учебных программах, восстановление дачи писателя в селе Мгудзурхуа в качестве музея-усадьбы. Было решено продолжить работу по проведению традиционного международного фестиваля культуры «Стоянка человека». Также принято решение создать рабочую группу по сохранению и созданию новых телевизионных материалов, посвященных жизни и творчеству великого писателя. Сезон сбора цитрусовых в самом разгаре. Уже сегодня более 3,5 тонн цитрусовых экспортировано за границу. Но, как утверждают специалисты, это только начало. На границе таможенные пошлины с цитрусовых не изымаются. О том, какие налоги и почему платят сельчане, расскажет Резмар. Мандарины в Абхазии – одна из главных сельскохозяйственных культур. Почти все собранные цитрусовые идут на экспорт, как правило, в Россию. В республике они почти не остаются. Из-за погодных условий в этом году сезон начался намного позже, и показатели по перевозке мандарин через границу пока небольшие. Тем не менее, каждый год до 30 тысяч тонн золотистых плодов перевозится через границу. При этом увеличивается нагрузка на таможенные службы. Урожай в этом году хороший в Абхазии, как вот сообщает Министерство сельского хозяйства. Надеемся, что до конца года мандарин будет вывезено больше, чем в прошлом году. Среди местных жителей в последнее время часто возникают недовольства по поводу того, что они платят большую сумму за каждый килограмм перевезенных через границу цитрусов. Но, по словам начальника таможенного поста ПСО Радама Учава, на абхазской таможне никакие платежи не изымаются. Сельчане платят ввозной налог на добавленную стоимость в Российскую Федерацию. Сегодня процентная ставка российского НДС составляет 18%. С абхазской стороны не взимаются таможенные пошлины, таможенные сборы. Пускай наши граждане не путают. Это НДС не наш НДС, это не ввозной, это вывозной НДС в Российской Федерации. Что касается цитрусовой, 18% при оформлении на Российской Федерации обходится любому человеку, несмотря на то, что если это как коммерческая цель. То есть на газелях или на дачах, несмотря на это обходится 18% от стоимости товара, от таможенной стоимости. Сезон сбора урожая в самом разгаре. И несмотря на столь высокую процентную ставку налога, главная задача крупных и мелких хозяйств – собрать и отправить мандарины за границу. Ведь эти ароматные цитрусы давно стали для россиян неизменными атрибутами Нового года. Резмар, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Состоялось совещание министра экономики Адгура Ардзинба с представителями банковского сообщества Абхазии. Основная тема встречи – реализация программы кредитования крупного и среднего бизнеса. Мы пригласили представителей банковского сообщества Республики Абхазия, наших банкиров, и проинформировали их о том, какие условия и какие направления этой программы являются наиболее актуальными. Более того, мы хотим привлечь наше банковское сообщество к реализации этой программы, в том числе путем включения наших банков в эту программу и придания этим нашим банкам статуса уполномоченных банков. Для чего это нужно? Для того, чтобы
Наши предприниматели, которые получают кредиты из Российской Федерации, они же обслуживаются в наших банках. И чтобы со стороны наших банков нашим предпринимателям тоже предоставляли соответствующий набор услуг. Это оценка рисков, поддержка при разработке инвестиционных проектов и поддержка в иных направлениях, которые специалисты наших финансовых учреждений компетентны давать. В этом ключе как раз мы и пригласили наших банкиров, для того, чтобы условия подключения к этой программе не носили индивидуальный характер. Мы очень заинтересованы в том, чтобы финансовые средства, которые приходят в Республику Абхазия на счета тех клиентов, которые, значит, включены в эту программу, они носили целевой характер, я имею в виду расходование этих средств, носила такой строгий целевой характер в соответствии с инвестиционными проектами, которые они подавали. Мы будем осуществлять очень такой внимательный контроль за всеми этими процессами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, в горах снег, температура воздуха ночью 8-10, днем 12-14 градусов, температура морской воды 14 градусов.